Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Отличный день, вторник, 10 декабря. Мы надеемся, что у вас отличное настроение. Да. Ну давай перейдем сразу к знаменательным датам. Да, действительно. Сегодня, 10 декабря, мировое сообщество отмечает День прав человека. Официально установлен на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 50-го года. Декларацию приняли почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов и миллионов людей. Этот документ сформулировал положение о политических, гражданских, социальных, культурных и экономических правах человека. В России уже традиционно в этот день различными общественными, правозащитными и образовательными организациями проводятся всевозможные официальные и неофициальные мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам прав человека и их защиты, на разъяснение сути права и деятельности правовых институтов. Также сегодня отмечается Нобелевский день, церемония вручения одной из самых престижных международных наград – Нобелевской премии. Оно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием как самое почетное гражданское отличие. Его основатель был Альфред Нобель, известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений. Самое известное среди них – динамит. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние, большую его часть он получил как раз благодаря внедрению собственных изобретений, основную часть которого он завещал на учреждение международной премии. Ну и еще сегодня просто великий день для всех поклонников и игры в мяч ногами. Сегодня, хоть пока и неформально, отмечается Всемирный день футбола. Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день, в честь праздника, проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. Так что, я думаю, футбольные фанаты сегодня имеют право отметить свой любимый праздник. Также сегодня отмечается Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году, в 50-летию годовщины подписания Декларации прав человека. Это не совпадение, он празднуется в один и тот же день с Днем прав человека, потому что организаторы, учредившие, хотели подчеркнуть, что все живущие существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий. Борцы за права животных отстаивают за братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек. И прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на право природное место обитания. Так что берегите братьев наших меньших. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Вам в 6 часов утра да? центральный угол Ага. 3 минус 44, днем минус 36, минус 41. Заречье минус 42, минус 46, днем минус 40, минус 43. Южные улусы минус 23, минус 30, днем минус 19, минус 24. Вилюйские улусы минус 29, минус 43, днем минус 25, минус 39. Нижнеленские улусы минус 40, минус 43, минус 36, минус 38 днем. Западные улусы минус 20, минус 28, днем минус 18, минус 24. Колыма-Индигирские улусы минус 33, минус 44, днем минус 25, минус 40. Янские улусы минус 40, минус 48, днем минус 37, минус 45. Северо-западные улусы минус 27, минус 31. Днем минус 22, минус 29. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 42 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 38, минус 40 градусов. Ну что ж, немножко холодно, но мы привыкшие. Друзья, хочется напомнить вам, что компания НВК «Саха» сейчас запускает проект «Письма с фронта». Да. Так что если у вас сохранились письма ваших дедушек, прадедушек, которые они отправляли вам с линии фронта в 41-45 годах, пожалуйста, отправляйте нам копии или отправляйте сканы на нашу электронную почту utro.nvk@mail.ru. Да, готовится отличный проект. Да, отправляйте, и вы увидите, что мы приготовили для вас этой весной. Ну, а сейчас мы, наверное, перейдем уже к нашим первым
первым гостям. Как уже было сказано ранее, в самом-самом начале. Сегодня День прав человека. И в связи с этим к нам пришли в студию Екатерина Викторовна Косова, временно исполняющая обязанность начальника правового отдела МВД по Республике Саха-Якутия, и Мария Федорова, старший референт аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Ну, сегодня ваш буквально день, праздник. Да, и какое международное событие произошло в этот день? Но сегодня, 10 декабря, общепризнано Днем прав человека. Этот праздник назначен в 50-м году, 1950 году, Генеральной Ассамблеей ООН, в связи с тем, что 10 декабря было принято и провозглашена Декларация прав человека. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам и организациям, заинтересованным, принять эту дату и проводить мероприятия в этот день. Также государствам рекомендовано предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека. Но это международная же практика, Да, получается. это по всему международное, миру, да. Все мировое сообщество сегодня празднует этот день. Хорошо. Екатерина, вообще какие на сегодняшний день существуют механизмы защиты прав человека? То есть все мы знаем про эти права, все мы знаем, что кто-то их защищает, а конкретно если в каком-то конкретном случае что-то произошло с человеком, куда обращаться, что ему делать? Есть основной механизм защиты. Это у нас есть Европейский суд по правам человека. Он находится во французском городе Страсбурге. Открыт был в 1959 году. Соответственно, именно в данном это является международным судебным органом, который уполномочен рассматривать как раз нарушения прав и как индивидуальных, так и государств. Эти решения являются окончательными, в том числе обязательными для исполнения государствами, а также предполагается внесение изменений как в законодательство, так и в судебную и административную практику. То есть по результатам каких-то дел. Максим, я тут уточню немножко. То есть получается, если в родном, скажем так, суде человек не добился хорошего или Да. нужного, или какого-то результата, он перенаправляет Может пойти запрос. дальше, да. 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 И если там принимают какое-то положительное решение, это входит как образец для подобных Это случаев. является окончательным решением. Более того, казалось бы, где Страсбургский суд, а где Саха-Якутия. Тем не менее, Есть у нас такие случаи, да? но тем не менее в ежедневной практике мы с этим сталкиваемся, в том числе по ведению судебно-исковой работы. И, соответственно, практика Европейского суда по правам человека применяется в том числе и нашими судами. Ну, я понимаю, конечно, что, может быть, сложно сейчас сориентироваться, но какие-то случаи из российской практики можно отследить? Хотя бы пример, я не говорю фамилии, даты. Какие были, скажем так, юридические казусы, что они дошли до этого суда? Ну, в основном у нас применяется по иностранным гражданам, то есть у нас судами очень Но если применяется вопрос конвенция, сталкивается с двумя государствами, скорее всего, да? то есть применяются международные нормы. Мария, у меня вопрос. К этому дню еще какие мероприятия ожидаются? Но этот день, так как признан в нашей стране, ежегодно у нас проводятся единые уроки прав человека в общеобразовательных, и вообще в образовательных учреждениях нашей республики. Инициатива проведения единого урока прав человека исходила от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой. И при поддержке всех уполномоченных в 85 субъектах России. Также эта инициатива поддержана нашим правительством Республики Саха-Якутия, Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия, прокуратурой и УФСИН по Республике Саха-Якутия. Если сказать, например, вообще на сегодняшний день охват 700 образовательных учреждений, 69 тысяч, это более или менее, у школьников и 19 тысяч студентов охвачено уже, И в этом году, конечно же, также очень много мероприятий проводится по республике. Но если взять наш аппарат, то вчера, например, наш сотрудник нашего аппарата провел урок в педучилище города Якутска. Там студенты второго курса узнали о деятельности правозащитного органа.
Также сегодня в 26-й школе будет тоже проводиться урок среди 10-11 классов, это около 120 человек. Там урок проведут сотрудник, то есть помощник прокурора города Якутска и специалист Госкомитета занятости. Обычно вот в школе как проходят эти вот мероприятия? В какой Как форме, семинар? или как? Да, вот мероприятия могут проходить разные. Интерактивно, Да, возможно, это да. может просто лекция, это может быть семинары, какие-то конференции, какие-то видеоуроки. Да, совершенно нет никаких ограничений, но самое главное это Достучаться до ребенка. достучаться до ребенка, да, чтобы он вырос культурным в правовом плане, да, чтобы он знал вот именно декларацию прав человека, чтобы он уважал себя и, естественно, другого человека, который имеет такие же права, как он, соблюдал свои обязанности. Также Конституцию Российской Федерации, чтобы знал, потому что права человека вот в нашей Конституции Российской Федерации все обозначены да, вот из этой декларации. Это неотъемлемые права каждого человека, да, культурные, экономические, социальные, гражданские, политические, ну вот разные. Ну, правовая грамотность, это на самом деле Конечно. очень важно. Екатерина, а какую работу сегодня в связи с этой датой проводит МВД? Но у нас уже стало доброй традицией, что в этот день у нас проводят единые уроки знаний, то есть на базе общеобразовательных учебных заведений. Допустим, в прошлом году у нас МВД проводила урок единых знаний на базе Центра по временного содержания несовершеннолетних. То есть там затрагивались действительно как темы по правам человека, так и в том числе наступления уголовной, в том числе ответственности. На сегодняшний момент у нас запланировано сегодня посещение балетной школы, и у нас по всем территориальным органам проводятся аналогичные уроки знаний всеми территориальными органами внутренних дел по республике. Ну что ж, Да. большое спасибо, что вы пришли. Нам сегодня рассказали про эту важную практику. Мы действительно надеемся, что подрастающее поколение будет знать свои права на зубок и, соответственно, соблюдать права других людей. Да и, в принципе, не только подрастающие, но и всем. Да, и всем можно подучиться, да? Да. 4 декабря национальная вещательная компания «Саха» запустила сайт с якутскими сериалами. Теперь телезрители могут смотреть полюбившиеся сериалы не только на телеканалах нашей компании, но и широкой аудитории интернет-пользователей. Как сообщил генеральный директор компании Олег Марков, созданию сайта сериалов подтолкнули нас сами телезрители сразу после выхода сериалов «Аспыт Аспыт Амтана» и «Сюльгюнях Таптал». Мы получили множество положительных отзывов. На сегодняшний день популярные сервисы, такие как А-медиатека и Netflix, завоевывают все большую популярность. Так почему же нам же не создать якутский сервис? В будущем планируется загружать на сайт не только сериалы, но и развивать его по разным направлениям. Ну, хорошая практика, на самом деле, да, Ну, скажи, конечно, Максим? да. Очень многие любят пересматривать любимые серии. Можно наслаждаться просмотром любимых сериалов, таких как «Сергелях», «Лылар», «Аспыт Аспыт Амтана», «Лыктар» и новыми «Иза и Лиза», «Сюльгюнях Таптал», «Күдәрінен күрен». В будущем мы планируем пополнять контент сайта многосерийными реалити-шоу, которые будут снимать наши филиалы, и ТВ-скетчами, которые будут пользоваться большой популярностью у зрителей. Ну вот так вот, если хотите пересмотреть любимый сериал, отправляйтесь на этот сайт. Друзья, психологи советуют, что нужно начинать все дела важные, все свои важные какие-то периоды, естественно, с любви к себе. И это вовсе не об эгоизме мы сейчас говорим, об естественном уважении к собственной личности. Самому себе, да. Да, ведь только уважая себя, вы сможете уважать окружающих и действительно быть для них хорошим другом, товарищем. Советы психолога давайте посмотрим. Вот почему человек себя не любит, это же странно. На самом-то деле это все, конечно, зависит от того, в какой среде мы росли, и от общества, которое нам предъявляет свои требования. Ну, например, там какая-то часть нашей личности, получается, нами отвергается. Да, я плохой, например. Да? Мама мне пишет, вот я плохая мама. Я плохая мама, потому что я не успеваю там детей прокормить, сводить там на кружки, или там я раздражаюсь на своих детей, это значит, я плохая.
Ну, получается, если человек определяет какую-то часть себя плохой, он себя не любит. Да? И то же самое мы замечаем, когда люди прибегают там, к пластической хирургии. Они вот реально отрезают часть своей физического «я», да, получается. Но там я видела статистику, оказывается, когда человек делает какую-то операцию, он решается еще на вторую, на третью и так далее. И это же речь идет о том, что тоже вот внутренней именно любви к себе нету у человека, и он пытается это, он думает, что если он отрежет что-то, от чего-то избавится, да, от своей лени, от своей неуверенности, от своего носа, там скорректирует, у него появится любовь к себе. Но вот этого не происходит, потому что мы отказываемся от самого себя. А для того, чтобы полюбить себя, вначале нужно принять себя. Принять себя такой, какая я есть. Я очень беспокоюсь, когда слышу такую информацию, там, полюби себя, или там надо любить себя, ты должна любить себя, ты себя не любишь. Если у тебя, ты плохо выглядишь, значит, ты себя не любишь. Да? Вот какие-то такие авторитарные высказывания в области, по отношению к человеку. Да? И человек опять начинает замыкаться в себе. Или говорят, вот иди, там, прими ванну. Любовь к себе — это значит, ты каждое утро должен рано вставать, прочитать там аффирмацию, выпить там чашку воды на голодный желудок. Это все хорошо, да? Но это же просто внешний антураж любви к себе. На самом-то деле речь идет о том, что внутри нас находится эта более такая глубокая психологическая проблема. Ну вот так. Да, также мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. И у По нас- этому номеру, да, вы можете поздравить своих друзей, родственников с чем-либо или передать привет. Да, собственно, вот у нас есть одно сообщение. Дорогие наши сестра Марфа и брат Петр, поздравляем с юбилеем. Юбилей — это так сладко, эта дата лучше всех. Не будет лучшего подарка, чем торжество, веселье, смех. И пожелания простые, но это главные слова. Пусть будут рядом все родные, и счастье рядом навсегда. С наилучшими пожеланиями из Жиганска сестра, зять, дети, без фамилии, Да. но я думаю, они сориентируются. Поняли уже, Поняли, да. Друзья, Да. еще хочется напомнить, что если вы хотите своим близким сделать приятно, вы можете не только отправить нам сообщение на WhatsApp, а мы передадим ваши приветы, но также купить вот такие замечательные харысхалы, обереги с пожеланием При этом, да. добра, счастья, Да. здоровья. При этом вы можете выиграть такие замечательные призы, как Hyundai Solaris машину, да, ружье, iPhone, просто даже деньги. Да, вот такой вот бонус. То есть не просто купить приятный сюрприз, да, но и выиграть что-то хорошее для себя, любимого. Да. Кстати, Женя, у меня вопрос. Знаешь ли ты, что легче, бензин, оливковое масло или вода? Вопрос с подвохом. Что легче, килограмм пуха или килограмм, не знаю, цемента, да? Ну, я не знаю, на самом деле, удельный вес ответ этих сугубо женский. Давайте посмотрим на этот вопрос, как отвечали наши горожане. Бензин, оливковое масло, вода. Какая из этих жидкостей самая легкая? Вода. Ну, вода это. Вода. 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 Бензин, наверное. Бензин, наверное. Бензин, наверное. Бензин. Бензин, наверное. Бензин. Чему приблизительно равно число π? 3,41, 3,14 или 3,12? 12. 3,41. 3,12 было. 3,41. 12. 14, наверное. 3,14. 3,14. 3,14. 3,14. 3,14. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Колумб, Кук или Магеллан? Колумб, наверное. Колумб. 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 Да, Кук. Наверное, Колумб. 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 Магеллан. Магеллан. Магеллан.
Из какого растения почти полностью состоит рацион панды? Тростник, бамбук или эвкалипт? Эвкалипт. Эвкалипт. Тростник. Эвкалипт. Тростник. Бамбук. 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 Бамбук, наверное. Бамбук. Бамбук. Сколько падежей в русском языке? 4. 7. Много. 7, наверное. Если 9. 7. 7. 6. 6. 6. 6. Ну да, бывает сложно сходу ответить, допустим, сколько падежей в русском языке, да? Ага, а я знаю. Тема нашего следующего разговора – это второй форум «Рынок труда и национальная система квалификации в Республике Саха-Якутия». У нас в гостях Елена Калашникова, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Доброе утро. Доброе утро. Елена, у вас отличное настроение, мы видим прямо, Да. что вы прям светитесь. Итак, первый вопрос. Что же такое национальная система квалификации? Национальная система квалификации начала свое развитие в 2014 году, когда президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был принят указ о Национальном совете при президенте Российской Федерации по национальной системе квалификации. Поэтому уже 6-й год эта система внедрена и развивается, в том числе в нашей республике. Сегодня мы торжественно открываем второй республиканский форум «Рынок труда и национальная система квалификации», в рамках которого обсудим все вопросы о ходе реализации внедрения системы, о том, какие проблемы перед нами стоят, и поставим задачи на будущее. А для Ну, чего да. вообще нужна эта система? Как она вот выглядит, выражается? Национальная система квалификации работает следующим образом. На федеральном уровне созданы советы по профессиональным квалификациям, которые совместно с работодателями разрабатывают профстандарты по каждой отрасли. На сегодняшний день Минтрудом России утверждено более 1500 таких стандартов. После этого эти стандарты уже внедряются в производство, во все сферы производства. И, соответственно, это позволяет и повысить производительность труда, управлять трудовыми ресурсами, повышать качество трудовых ресурсов. Ну и, в принципе, это служит хорошим импульсом для социально-экономического развития как региона в отдельности, так и в целом для всей страны. Смотрите, Елена, а что делать тем специалистам, которые отучились 10-20 лет назад и вроде как бы без этих стандартов получали образование, они сейчас что, вот за бортом жизни оказываются? Очень правильный вопрос, Евгения. Дело в том, что кроме внедрения национальной системы, одним из элементов этой системы является независимая оценка квалификации. В настоящее время создано большое количество центров оценки квалификации. По Дальнему Востоку их уже более 10, из них 4 у нас в республике. То есть любой специалист, если захотел подтвердить свою квалификацию, он может обратиться в центр оценки и получить соответствующий сертификат. Ну, то есть как это? Захотел подтвердить свою квалификацию? Ну, наверное, как-то доучиться, какие-то сдать нормативы, Безусловно, да? безусловно. Это еще является импульсом для развития непрерывности образования, потому что мы в рамках дискуссионной площадки, которая пройдет тоже сегодня, мы обсудим, является ли эта непрерывность образования успехом для любого предприятия, повысит ли конкурентоспособность каждого отдельного специалиста, независимая оценка квалификации, я имею в виду, и что это даст и для работодателя, и для работника. Ну, по Хорошо. опыту название второй форум, значит, был и первый, да? По прошлом опыту первого, году. как оно прошло? В прошлом году у нас был первый опыт проведения данного форума. Он показал свою эффективность, потому что это хорошая площадка для обмена опытом как лучших практик, так и для обсуждения вопросов, которые касаются сопряжения интересов работодателей, системы образования, органов исполнительной власти, которые через отраслевые советы внедряют эту систему у нас в республике. Поэтому это достаточно хорошая диалоговая площадка. Работодатели, значит, следят сейчас за квалифицированными, скажем так, сотрудниками, работниками. То есть есть вот такой, рейтинговая, может быть, система или какие-то преференции для тех, кто соответствует новым стандартам, да? Безусловно. Прежде всего, у нас профстандарты в настоящее время очень активно внедряются в производственной сфере, это сфера промышленности. Потому что, во-первых, там впереди идет вот эта стандартизация всех процессов, связанная особенно с опасными производствами, с вредными производствами. И, соответственно, работодатели заинтересованы в повышении качества трудовых ресурсов и для того, чтобы повысить полностью свою конкурентоспособность на рынке труда, заинтересованы и сами работники. А во втором форуме кто будет участником?
Как я уже отметила, участниками будут органы исполнительной власти республики, работодатели, которые в основном это промышленность и энергетика у нас будет участвовать, и будут в том числе выпускники образовательных организаций, потому что у нас сегодня будет дискуссионная площадка, в рамках которого мы хотели бы обсудить очень такой вопрос, немножко он с вызовом звучит. Приведет ли внедрение независимой оценки квалификации к тому, что диплом будет ненужным документом в Вот, будущем? кстати, да. Да, кстати. Да. Следующий вопрос, который мы хотели бы обсудить, это, допустим, цифровизация экономики. Приведет ли она к изменению профессиональных стандартов? В чем преимущество и преференции работников, и вы сейчас задали этот вопрос, если они прошли независимую оценку квалификации? Поэтому я думаю, что дискуссия будет достаточно Ну да. интересная. Приглашаю всех желающих. И конкурс. Хотелось бы узнать, какие конкурсы будут. Одним из ключевых мероприятий нашего форума будет конкурс «Лучший сварщик». У нас будет около 14 претендентов. Мы выявим самого компетентного сварщика в Республике Саха-Якутия. Надеемся, что тоже конкурс А на будет сегодня интересным. сколько заявок подано и вообще как будет проходить этот конкурс? Он же, ну это же с огнем связан, с открытым. Да, Чисто безусловно. технически. Да, как чисто это будет? технически у нас будет проходить на базе Якутского индустриального колледжа. У нас там открыт центр оценки компетенций по сварке. Поэтому 14 участников, они достаточно уже опытные, просто будут подтверждать, опять же, свою квалификацию, и будем выявлять лучшего. Ну и объясните тем, кто в недоумении, почему именно Почему сварщик? именно сварщики, а не повара, не знаю, Да. не портные, допустим? Ну, во-первых, центр оценки квалификации по сварке был открыт первым у нас в республике, имеет уже положительный опыт работы. Во-вторых, сварочное производство имеет место быть в нескольких важнейших для нашей республики отраслях. Это строительство, это промышленность, это жилищно-коммунальное хозяйство, это энергетика. Поэтому большой интерес со стороны работодателей есть к этому конкурсу. Хорошо. А на сегодня сколько стандартов внедрено уже у нас, по которым можно работать, по которым можно получать, дополучать образование и по которым работодатели выбирают своих работников? В настоящее время более 1500 утверждено стандартов и внедрено. Но этот процесс достаточно непрерывный, потому что работа идет постоянно. Работодатели заинтересованы в этом и, соответственно, выходят на свои федеральные отраслевые советы для того, чтобы обсуждать эти вопросы. Самая главная задача – это устранить дисбаланс между спросом и предложением. Если работодатель заинтересован в качественном выпускнике образовательной организации, он должен добиться того, чтобы хотя бы в дуальной части образовательной программы были внедрены элементы уже профессионального стандарта, чтобы человек, который пришел на производство, уже полностью отвечал всем требованиям, квалификационным в том числе. Хорошо, допустим, Да, я несколько этапов. работник со стажем, я не знаю, есть ли мои квалификации, куда мне обратиться, куда подойти, где посмотреть требования и куда пойти доучиться, допустим, ну, здесь в Якутске хотя бы. Ну, прежде всего, это интернет-ресурсы, которые полностью освещают ход реализации внедрения национальной системы квалификации. Во-вторых, практически все кадровые подразделения больших компаний тоже в этом заинтересованы. У них тоже уже разработаны эти стандарты, они их внедряют, поэтому, в принципе, можно обратиться Все открыто. к кадровику. Ну и все, в принципе. Большое спасибо, что вы пришли. Я думаю, Да, на самом деле. кому действительно интересно, они сегодня будут следить за форумом и будут смотреть в интернет-ресурсах. Елена, большое спасибо вам. Пожалуйста, проходите. Ну что, Женя, кстати, действительно, да, вот образование – это очень важно для человека. Да, надо еще узнать, есть ли стандарты для ведущих и проверить, соответствуем ли мы. Не переключайтесь, мы переходим на короткий перерыв. Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, 10 декабря, и вы смотрите программу «Новый день». Да, доброе утро еще раз. И у нас пришло одно сообщение. Хотим от всей души поблагодарить хирурга Республиканской больницы номер 2 Максимова Александра Степановича за оказанную помощь в Черском нашей родной матери, бабушке и прабабушке, ветерану тыла Гуляевой Акулины Дмитриевны. Так случилось, что она упала, и ее необходимо было оперировать. Александр Степанович прилетел в Черск и блестяще провел операцию. Поздравляем вас, Александр Степанович, с наступающим Новым годом и желаем здоровья, счастья, удачи, успехов вам и вашим близким и родным. С благодарностью, родные Гуляева Акулины Дмитриевны. Ну вот замечательные слова, Александр Степанович. И от нас спасибо за Да. то, что люди действительно счастливы от его помощи. Далее мы переходим к новости.
Это «Утро на Якутия-24». Мы с коллегами расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Мост через Лену свяжет северо-восток страны с Магаданом и станет основой северного широтного хода. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новостей заявил глава Якутии Айсен Николаев. На месте будущего Ленского моста расположены 3 федеральные автодороги – Лена, Колыма, Вилюй. Появилась железная дорога, находятся 3 крупных региональных трассы – международный аэропорт и речной порт. По словам Айсена Николаева, начать строительство объекта возможно с 2021 года, а в 2025 году уже запустить в эксплуатацию. Мост через Лену, он должен стать основной составной частью северного широтного хода, который в ближайшие годы, я уверен, уже соединит запад Якутии с Магаданом, так, а уже в течение ближайших 15 лет все-таки мы уже выйдем и на Иркутск. То есть у страны впервые появится возможность автомобильного выхода на Охотское море, вообще на Тихий океан, не только через порты дальневосточные в районе Хабаровска, Владивостока, Хабаровска, а уже и через более северные точки. Мост через Лену просто сегодня напрашивается как самое основное составное звено, потому что там 3 федеральные дороги соединяются: Лена, Колыма и Вилюй. Там как раз железная дорога, там международный аэропорт, речной порт, 3 региональные дороги большие якутские. И как раз отсутствие моста сводит на нет практически все преимущества, которые у этого транспортного логистического узла есть. Появление моста уже только для Якутии увеличивает круглогодичную транспортную доступность его населения с 23 до 83%. Торжественная установка сваи для нового многоквартирного дома накануне прошла в селе Амга Амгинского района. Его построят в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Застройщиком выступает компания «Ницстрой». По этой же программе она планирует в феврале 2020-го строительство 4-этажного 36-квартирного дома по улице Ленина и еще несколько домов в наслегах района. Однокомнатные, двухкомнатные, даже есть 3-комнатные квартиры. Все благоустроено, и будем по программе передавать дома под ключ. Именно там будет все линолеумов, покрашено и так далее. Будет работать бригада, наша бригада, человек 40. И мы планируем закончить в октябре, 20 октября 2020 года. Между тем, общественность и руководство Якутии накануне в Саха-академическом театре отметили 120 лет со дня рождения Александра Габышева. Габышев родился на рубеже 2 веков в 1899 году в селе Александровка Мархинского района Якутской области, ныне Нюрбинский район. Вечер открыл биографический спектакль, рассказывающий о жизни и работе государственного деятеля. Далее в рамках мероприятия глава Якутии Айсен Николаев присвоил почетное звание «Заслуженный учитель» Марианне Ивановой, учителю Антоновской средней школы Нюрбинского района, а также за заслуги в области культуры и искусства, за активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие региона. Звание «Заслуженный работник культуры» получил Борис Борисов, заведующий отделом Музея дружбы народов района. Его имя было как-то забыто, и тем более еще он в 1938 году был репрессирован, в 1956 году был реабилитирован. Последнее 110-летие со дня рождения Александра Габышева мы отмечали на уровне республики. 120-летие тоже отмечаем. В свою очередь, русский драматический театр имени Пушкина начал подготовку юных ребят к поступлению в Щукинский театральный институт Москвы. Вчера там прошли первые занятия, 20 юных якутян посетили мастер-классы от солистов русского драмтеатра, ознакомились с программой театральной студии и прошли небольшую экскурсию. Как отмечают преподаватели, занятия будут проводиться раз в неделю, каждый понедельник. Сейчас ненадолго прервемся, после чего продолжим обсуждать главные события утра. Не переключайтесь. Такие вот новости. У нас тема следующего разговора – новое веяние студии «Маленький принц» в спектакле «Маугли». У нас в гостях Андрей Габышев.
Здравствуйте. Режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Александра Да, и Сергеевича Пушкина. Анастасия Ефимова, руководитель театральной студии «Маленький принц». Вот люди пришли в отличном настроении. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, собственно, наверное, первый вопрос очень простой. Почему выбрано для постановки именно произведение Киплинга «Маугли»? Да, это, наверное, мне вопрос. Точнее, точно мне вопрос. Да, точно вам. На самом деле, когда меня пригласили в «Маленький принц», мне рассказали, что идея вот такая есть, надо привлечь детей. Также была инициатива от Алмаз Сергеембанка, да, у них есть свои волонтеры, которые готовы помочь в создании спектакля вместе с детьми, да, с детьми-инвалидами, с детским домом «Берегиней». Вот. Такая помощь волонтерская, причем очень хорошее на самом деле движение, очень нужное. И тех, и других было много. То есть и взрослых много. Много людей. Да, получается. и много взрослых, много детей. Как правило же, ты все равно предполагаешь так. Много взрослых, допустим, мало детей, ты выбираешь один материал. Много детей, мало взрослых, другой материал. А тут всех много, и нужно Всех было... нужно пристроить. Да, нужно всех пристроить. делать. И чтобы всем было интересно, и детям, и взрослым. Мне показалось, что «Маугли» как раз такой материал, в котором, в принципе, это и не совсем сказка, да, то есть затронуты достаточно взрослые темы. Много поучительного. Вот, да. А детям, опять же, интересно побывать в шкуре волчат, ну, там есть животных, и, ну, как-то, мне То кажется... есть такой универсальный материал, скажем так, да? Вот да. это произведение Киплинга, да? Анастасия бы хотела узнать, ну вот о работе с инвалидами, да? О том, как важно детям выразить себя на сцене через искусство. Расскажите про это. Действительно, как работается? Я не сказала, чтобы это работает сложно. Довольно-таки легко. Это точно такие же дети, им тоже нужно внимание. Кстати, они, наоборот, более раскрытые, открытые для вот таких всяких идей. Все, что мне в голову взбредет, они все делают. Активные, не стеснительные. Они не стеснительные. Для меня это было удивлением, потому что в этот театр я пришла полгода назад, и я прям очень хорошо так удивилась. Они прям все такие полны идей, готовы что-то делать. Прям То есть одно удовольствие с ними работать, да? Да, с ними действительно одно удовольствие работать. Нет никакой зажатости, нет никакой скованности. Они прям совершенно открытые. Отличный материал для работы, да? Да. Говорится. Из них можно лепить все, что тебе хочется. Хорошо. Вам большой опыт, им удовольствие. Вообще, как вот такие инклюзивные проекты развиваются? То есть какой опыт есть вот на данный момент? И какая тенденция? Ну, вообще, это единственный пока... Нет, это первый театр, и сейчас наш театр разделился на два таких театра. Есть такой театр для более взрослых, он называется «Алгыз», и «Маленький принц» сейчас именно для детей до 14 лет. Да, и «Алгыз», кстати, это, получается, официальное открытие будет вот 13 числа, когда у нас премьера «Маугли», параллельно, ну, то есть не параллельно, в начале открытия «Алгыса», да, у них свой спектакль «Алев». Да. И потом «Маугли». А где будет открытие? Да, куда вы зовете? Как можно попасть? Где купить билеты? Где можно пройти бесплатно? В России «Моя история» будет показ 13 числа, начало в 3 часа. 3:00. Можно прийти. Если хотите, приходите, мы будем рады вас всех видеть. Да, мы обязательно, скорее всего, подойдем туда. Да. Будет очень интересно. Да. Я Ну, вообще очень люблю театр. Хорошо. Ой, Ну, это о замечательно. жанре постановки вот расскажите поподробнее, да? Что она в себя включает? Какие особенности? То есть мы попробовали, ну или пробуем совместить разные театры, ну, в одном спектакле, я имею в виду жанры. То есть элементы кукольного театра используем, элементы пластического театра, ну, включая танцы. Детям интересно тоже, кстати, было поработать с хореографами. Ну и, само собой, основа — это драматический театр. То есть это такой синтез у нас. Ну, слушайте, а как распределяли роли? Вот всегда интересно. Если, как Анастасия сказала, что все дети активные, волонтеры, они сами по себе всегда активные, да, товарищи? Вот кому главная роль-то досталась? Кто у нас звезда Маугли будет? Ну, звезда Маугли, кстати, мы достаточно долго, да, выбирали. То есть мы уже приступили к репетициям и У пробовали. нас все еще не было взрослого Маугли. Да, но на самом деле остановились на таком среднем поколении, да. Роме 12 лет, по-моему, да? 12, Да, 12. правильно? Вот. Ну, мальчик такой у нас очень активный. Очень активный. Очень активный. Всегда выдает новые какие-то перлы.
чем... Ну, наоборот, интересно. Каждый, наверное, ребенок приносит свою роль какую-то интересную. Свои оттенки, да, получается? И поэтому вот Рома принес очень большой оттенок в роль Маугли. Ну, Но он, получается, быстро втянулся, да, вот. Мне все-таки интересно, с ребенком как работать, вот именно Да. в плане актерства. Да, и я дополню, да, все-таки дети с ограниченными возможностями, какие вот здесь есть особенности в работе именно? На самом деле по-разному, то есть тоже разные дети по-разному работают. Ну, то есть Анастасии, может, было проще, мне чуть сложнее, ну, то есть привыкать работать, ну, то есть я привык работать с профессионалами же. Вот некоторые дети, на самом деле, есть такие дети, которые приходят и сразу все схватывают, Ну и вот ты да. вообще не заморачиваешься. Есть, конечно, которые... Подольше объяснять такие, надо, они показывать. А приходят... что объясняете? Как вот, как изобразить из себя Ну да, самого волчонка, показываете, конечно, как правильно там бегать. Потому что все равно любой ребенок, он стесняется. А еще тут перед тобой сидят куча взрослых и говорят тебе, ты иди туда, там попрыгай, иди туда, там что-то сделай. И, конечно, тут все равно какая-то немножко скованность присутствует. То есть вначале, то есть пока им пытаешься задачи давать, они начинают что-то выполнять, такие как по рельсам говорят, нам нужно, чтобы вы поиграли, просто побегали здесь. Расслабить их, скажем так, Они все равно адаптировать. что-то выполняют. Потом отвлекаешься чуть, они уже начинают сами бегать по сцене. А потом уже, этот да, процесс да. уже не установить. Да, то есть там есть такие сцены, которые они Ну, очень достаточно хорошо раскрыть, да, ребенка? Да. Для того, Дать чтобы ему он свободу, хорошо поработал. и они Хорошо. начинают Ну, в действовать. конце беседы буквально коротко, да, Анастасия и Андрей, большое вам спасибо, что Большое пришли. спасибо. Действительно, делаете важное дело, и я думаю, что вот такие проекты, они будут сплочать и детей, и Это взрослых будет, с безусловно, разными успех, возможностями я здоровья. считаю. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Снова мы переходим на перерыв, не переключайтесь. Еще раз доброе утро, мы очень рады, что вы вместе с нами. Давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 43, минус 44, днем минус 36, минус 41. Заречье минус 42, минус 46, днем минус 40, минус 43. Южные улусы минус 23, минус 30, днем минус 19, минус 24. Вилюйские минус 29, минус 43. Днем минус 25, минус 39. Нижнеленские улусы минус 40, минус 43. Днем минус 36, минус 38. Западные улусы минус 20, минус 28. Днем минус 18, минус 24. Колыма-Индигирские улусы минус 33, минус 44. Днем минус 25, минус 40. Янские улусы минус 40, минус 48. Днем минус 37, минус 45. Северо-западные улусы минус 27, минус 31. Днем минус 22, минус 29. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 42 градуса, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северный 1,3 метра в секунду, днем ожидается минус 38, минус 40 градусов. Ну что ж, немножко прохладно, но главное одеваться теплее. Да. Дорогой телезритель, если ты сейчас в поисках работы, тебе будет интересно послушать, какие вакансии предоставили нам биржа труда. Вакансия повар. ИП Бурцева Италина Ивановна. Требования: диплом или удостоверение повара, опыт работы в детском саду не менее 1 года. Наличие медосмотра, санминимума, прививки. Зарплата 20 тысяч рублей. Также требуется секретарь руководителя управления автодорожного округа по городу Якутск. Управление делами город Якутск. Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы в должности секретаря от 1 года, опытный пользователь персонального компьютера. Зарплата 28 200. ООО «Майтона» требуется бухгалтер, высшее экономическое образование, очное, опыт работы от 3 лет, отличное знание гражданского, трудового и налогового законодательства, умение работать в команде, ответственность, гибкость и стрессоустойчивость, свободное владение ПК, персональным компьютером, рассмотрение кандидатуры после направления резюме по электронной почте job@mytona.com. Требования большие, зарплата чуть выше 40 тысяч рублей. Да.
Ну и место престижное, друзья. Ну а мы продолжаем наш эфир. А вы уже поставили сейчас елку перед, ну, некоторые уже в ноябре, я знаю, установили, нарядили. Но если вы еще не решились, что брать искусственную или натуральную, давайте сравним два этих вида елочек. Давай, Женя, давай сперва я скажу один плюс, Давай. потом ты один плюс. Хорошо. Первый плюс, получается, искусственной елки – это большой выбор. Да, и разные цены, соответственно. Она обязательно будет пушистой и красивой, как вы хотите. Не требуется дополнительного ухода. Не будет мусора, не будет колоться, ее можно будет использовать несколько лет. Да. Быстро собирается и разбирается, это тоже, в принципе, важно. Ну и опять же минусы. Не будет вкусно пахнуть натуральной хвоей. Нужно где-то в кладовке искать место, чтобы ее хранить. И может быть даже запах пластмассы. И нужно очень тщательно выбирать, чтобы она была качественной, да? Ну а у натуральной плюсы. У натуральный аромат праздника. Положил под нее мандаринку, и все, праздничная атмосфера обеспечена. Естественно, аромат и благотворное влияние на иммунитет, на дыхательную систему, да? Запах хвои убивает микробы, ты представляешь? Я даже не Еще знал. успокаивает, снимает нервозность и помогает хорошо спать. Женечка, ты все прям знаешь. Тут вот есть еще такой важный пункт. Можно использовать после праздников. Сварить мыло. Будешь мыло варить? Ни разу не пробовал. Ну, естественно, есть свои минусы. Выбрать хорошее дерево очень-очень сложно. Да, и осыпаются иголки, кстати говоря, действительно, да. Самое важное, самое сложное при выборе натуральной елки – это правильно ее установить, чтобы она пила воду из ведра или из какой-то специальной установки. Женечка, и, кстати, надо посмотреть, что она может вызвать аллергию. Действительно, ваши маленькие дети могут оказаться аллергиками. Выбирать, конечно, вам, друзья, но думаю, что вы сделаете выбор правильный и найдете для себя оптимальный вариант. Тема следующего разговора – наш холод глазами иностранцев. И у нас в гостях Patience Матамба из Зимбабве. Доброе утро. Доброе утро. Ахмед Абдель-Фаттах, Египет. И Кристель Галей из Франции. Доброе утро. Друзья, маленький комментарий от меня. Сегодня в Зимбабве плюс 24, в Египте плюс 20. Во Франции, конечно, не очень погода. Плюс 6, будет дождь, а у нас Дико холодно. минус 42. Как у вас настроение? Как проснулись? Не замерзли ли, когда пришли к нам сюда на эфир? Погода холодная у нас. холодная, нормально. Нормально, терпимо. Для меня это лучше, чем во Франции. Серьезно? Правда, что ли? Да, Почему? потому что у нас ветер есть, и много дождь. Очень холодно. Очень да? влажно. Да. Ну, наверное, Итак, самый такой интересный вопрос. прямой Как вопрос. вы попали в Якутию? Вы приехали учиться в СВФУ, вы студенты. Ахмед, расскажите про себя, пожалуйста. Мы сейчас учимся русский язык, потому что после 1 год мы будем в медицинский институт. Сейчас русский язык, потому что это очень трудно. Мне надо много учить. Русских слов, русских терминов, чтобы Да. обучаться медицинской специальности вашей, Да, да, конечно. Вот сейчас, друзья, вы наблюдаете, как Ахмед выходит из зоны комфорта. Ему действительно сложно говорить по-русски. Я знаю, что Patience совсем плохо говорит, но Patience вы можете говорить по-английски, а я переведу. Вы приехали сюда учиться. Какую специальность вы выбрали? Okay, I came here, that's a month ago. I arrived on the 20th of October. Patience приехала 20 октября, буквально чуть, даже 2 месяцев не прошло. Okay, I'm here to learn. Right now I'm doing the Russian language. Patience тоже сейчас изучает русский язык, видимо, какую-то базу набирает себе. It's so difficult. I don't want to Очень сложно. Женечка, спроси, как она ощущает себя здесь? Когда-нибудь она видела снег? Хорошо. Patience на самом деле понимает по-русски, если говорить чуть медленнее, спрошу на русском языке, да? До этого, Patience, вы когда-нибудь видели снег? Did you ever saw snow? Yeah, in South Africa, Eastern Cape. I saw it once, but it wasn't as much as it is in Yakutsk. В Южной Африке 1 раз Patience видела, но его было так немного, совсем не сравнить с Якутском. And the floor wasn't of snow, it was just dust.
чуть-чуть как будто припорошила, говорит. Очень содержательно ты переводишь, кстати говоря. Образно, да? Да. Вот как вам наш холод? Минус 40 сегодня, допустим, да? В чем вы одет? Да, какая у вас одежда? Как вы утеплились, чтобы не мерзнуть? Только... Вот я вижу, вы надели унты, да. кстати, да. Да, унты, здесь у меня Три ритузы, наверное. а здесь 2. И Окей. куртка, все, Тепло. тепло. Мгм. А вы как одеваетесь? Я купил куртку и шапку, и мне тепло сейчас. Это очень холодно здесь, потому что самое холодное в Египте это плюс 15. О, боже! Да, Плюс это 15, дикий холод. Самый холодный в Египте. Сейчас здесь это минус 40. Это очень холодно. Это еще не предел, кстати, я тебе This is хотел actually- сказать. Ладно, не пугайтесь. Да, this is actually my first time to see the snow here when I came to Yakutsk. Да, Ахмед говорит, что его первый раз, когда он увидел снег, это вот буквально, когда он приехал сюда. Да. Это красиво. Так, очень красиво. А ледяные фигуры вы видели, смотрели? Ice figures on the square. Did you saw? Ice tattoos. The ice statues? Ну, как сказать? I saw it. This is очень. Это очень красиво. Я не знаю, so outstanding. сможете ли вы перевести, я действительно не знаю, как это Но сказать по-английски. я думаю, вы говорите очень хорошо по-английски. Я просто не знаю, нужно. как звучит. Вы катались с горки на площади? Давай, примерно покажем. Вот дети, да, садятся и скатываются. Да. На санках. Скейтинг, да. Да, скейтинг. Not yet. I haven't done that. Обязательно попробуйте, это просто национальная забава наших детей. Хорошо, такой вопрос. Как долго вы будете у нас жить, находиться, учиться? То есть до какого года вы будете находиться в Якутии, в Якутске? How many years you will be here? I'll be here for chest, leg. I'll be doing stomatology in Russian. So I hope it's going to be okay. Так, Patience учится на стоматолога, вообще обучение займет 6 лет, а в Якутии до какого года будет? You will be all the 6 years here. Yeah. Все 6 лет здесь? Да. 6 лет обучения здесь. А вы планируете выходить замуж здесь? Интересно. You will be married Что here. ты смущаешь наших гостей? Сейчас очень много интернациональных браков. No, not at all. Друзья, И все якутские парни такие, блин, ну ладно. вы не зарекайтесь, потому что еще не факт, что через 7 лет, возможно, мы увидим вас замужем за местным парнем. Ахмед, вот и мы, кстати, видели фотографию, вы там с ребенком и с Да. девушкой. Это ваша семья? No, actually, this is a mother and her child. Ага, ваша мама и ребенок? Yeah, I met them in the plane when I was coming here Просто to Yakutsk. попутчики, оказывается. Yeah, and I called them again when I came here, and we skating in the snow, and we talk in Russian, and we're having some tea. She's a very lovely family. Получается, Ахмед познакомился с вот этой вот девушкой где-то в пути, а когда приехал сюда в Якутск, с ними созвонился и, в принципе, встретился, Подружились, попил да? чай, да? Общаетесь. Что самое сложное в русском языке для вас? Какое слово? Слово или... Почему русский язык такой сложный? Произношение. Падежда это очень трудно. Падежная система, да? Грамматика, получается, да? Да. А говорить еще сложно или не так нормально, как по-вашему? Нет, сложно. Хорошо, какие планы на Новый год? Как вы планируете справить Рождество и Новый год? How do you plan Christmas and New Year? Actually, I've had it's an opportunity. Actually, I can say because I met some Russian friends, and we're planning something out. Ну, в принципе, все понятно. Да. Да.
Ребята познакомились с русскими друзьями новыми и собираются куда-нибудь сходить. Большое спасибо, что пришли. Одевайтесь спасибо, тепло, что не пришли. мерзните. И Не болейте. хорошего вам наступающего Нового года. Друзья, ну а мы с вами Прощаемся. Желаем вам отличного дня. И хорошей погоды у вас в душе.